Как же работает система содействия госструктур с соискателями в сфере трудоустройства? В городской службе Центра занятости населения все начинается со статистики. Так, по итогам 2017 года Центр занятости оказал содействие в трудоустройстве почти 1500 человек. Но есть и не такие радужные цифры. Приведем пример организованных городской службой ярмарок вакансий. За минувший год их было 20, с количеством посетителей около 3000 человек. Несмотря на то, что организации и предприятия города предоставили информацию о более 1000 вакантных рабочих мест, на собеседование отправились всего 327 граждан, а впоследствии трудоустроены из них лишь 5. Помимо ярмарок, информацию о наличии вакантных мест соискатели могут получить при личном обращении в Центр, либо на официальном сайте ведомства. Отметим нюанс постановки на учет безработных граждан. Вопрос, волнующий тех, кто не имеет регистрации в СИБАЕ. Присвоение статуса безработного осуществляется отделением занятости населения по месту постоянной прописки. Потребуется стандартный пакет документов и справка о среднем заработке. С паспортом, если гражданин обращается, полностью вводим информацию по ним в консультационную картотеку и начинаем уже подбор подходящей работы. На какую должность они претендуют, по их желанию, по их навыкам, полностью все это предусматривается. Если у нас вакансии есть в наличии такие, мы уже направляем их на собеседование. Но на учет у нас могут встать с постоянной пропиской, именно которые прописаны в СИБАЕ, постоянное место прописки. А так любой гражданин может обратиться в целях поиска подходящей работы, не вставая на учет. Справедливо признанный бич последних десятилетий для трудовой сферы – это неофициальное трудоустройство, которое вредит не только системам обеспечения государства, но и в первую очередь самому гражданину, принявшему решение, что его труд не должен придаваться официальной огласке перед государством. В таком случае, работая анонимно, появляются последствия в виде дальнейшего назначения социальной, то есть минимальной пенсии по достижению женщинами 55 лет, мужчинами 60 лет. Одно из актуальных направлений в работе городской службы занятости на сегодняшний день – трудоустройство инвалидов. Так, в 2017 году было устроено 57 граждан с особыми потребностями. Из них 15 человек получили рабочее место по квотам Центра занятости населения, 18 человек по программе временного трудоустройства несовершеннолетних на время каникул в категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, и другие школьники приняли участие во временных работах. Так, 700 подростков, в числе которых и 40 состоявших на профилактическом учете, были успешно трудоустроены в свободное от занятий время. Также для выпускников высшего и среднего профессионального образования была организована стажировка. Стажировка организовалась у нас в нескольких организациях. Это «Деловой мир за Урале», «Общество с ограниченной ответственностью «Корона», «Сибайский элеватор», «Азатлык». Всего было направлено на стажировку 18 выпускников по таким специальностям, как технолог, электромонтер, экономисты, бухгалтера, юриста. Открытие индивидуального предпринимательства с адекватным денежным эквивалентом труда также играет немаловажную роль. Для местного населения это новые рабочие места, альтернативные для семей, которых разлучает вахтовый метод работы. К нам подходят работодатели, мы им разъясняем полностью закон о занятости населения. У нас есть специальные бланки, по этим бланкам они полностью нам подают вакансии. Эти вакансии мы размещаем у себя на официальном сайте и после уже безработных граждан направляем официально к ним на собеседование на работу. А если это вообще разовая процедура или в случае регистрации работодателя у вас он должен систематически предоставлять данные о вакантных местах? Работодатели вообще обязаны ежемесячно до 5 числа предоставлять нам информацию о наличии или об отсутствии вакантных рабочих мест. Поддержку предприимчивые люди смогут найти также в городской службе занятости в виде получения финансовой помощи на регистрацию деятельности, помощь в оформлении печатей, бланков, возможности юридической консультации. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.